Еврорадио.FM. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. Студыі для вас працуе Зміцер Лукашукі. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. 29 студзеня у Брусэлі прайшло пасяджэнне працоўнай групы па Беларусі парламенцкай асамблеі Еўранест. На гэтай працоўнай групе, на яе пасяджэнні прысутнічала дэлегацыя з нашай краіны. Перш за ўсё, гэта былі лідары партый і проста палітыкі, якія значную ролю адыгрываюць у жыцці нашай краіны. От адзін з такіх дэлегатаў Беларусі зараз знаходіцца ў нас у студыі. Гэта дэпутат Палаты прадстаўнікоў Ганна Канапацкая. Добрый дзень, спадарыня Ганна. Добрый дзень. Безумоўна, мы з вами сёння будзем гаварыць пра тое, перш за ўсё, пра што шла размова ў Брусэлі на пасяджэнні Еўранеста, якія пытанні закраналіся і гэтак далей. Але вы зараз знаходзіце на такім намоленым месцы, і учора на гэтым месцы была закладзеная такая, на мой погляд, добрая традыцыя. І я просто хочу, каб вы, можа быць, працягнулі гэтую традыцыю. Седзячы учора на гэтым месцы, ваша калега, дэпутат Палаты прадстаўнікоў Алена Анісім, праз Еўрарадыё заявіла пра свой намер браць удзел у якасці кандыдата ў прэзідэнцкіх выбарах. Таму хацелася б пачуць пра ваша так бы мовіць, меркаванне. Нет, не меркаванне, а ваш намер. Ўсё ж таки, будете браць удзел, пойдете на выборы ў якасці кандидата? Дмитрий, я могу сказать одно, что когда я приму решение либо участвовать, либо не участвовать, Еврорадио вот на этом месте может услышать ответ. Сейчас я сосредоточена на работе в Палате представителей, я сосредоточена на работе на округе. Я приветствую идею праймериз, которую объявила правоцентристская коалиция, потому что я считаю, что, наверное, это абсолютно правильное решение. И единый кандидат не только от правоцентристской коалиции, но и от всех там, от объединенных демократических сил был бы правильным решением. Но сейчас неизвестна ни процедура как бы праймериз, да, как она будет проходить, неизвестно, кто все-таки из оппозиции может к ней присоединиться, поэтому сейчас говорить о том, что будет... Ну, по правде сказаць, мы говорим зараз про калі і будзе кандыдат нейкі адзіны, то толькі ад трох структур, якія ўваходзяць у правоцэнтрысцкую коаліцыю. Таму што вот на мінулым тыдні я быў на пасяджэнні круглага стола, які праводзіў Анатолий Лебедько, і там, в прынцыпе, я пачуў, а потым гэта пацвердзілі ў мяне в эфіры удзельнікі гэта круглага стола, што наўрад ці на 99,9% адзінага кандыдата ад усёй апозіцыі не будзе. Таму праймерыз праймерызам, правоцэнтрысцкая коаліцыя правоцэнтрысцкай коаліцыі. Мы зараз говорим про прэзідэнцкія амбіцыі Ганны Канапацкай. Я всегда говорила о том, что плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Но играть надо по тем правилам, которые известны, да, и правила в ходе игры не меняются. Ну, пакуль што правілы такія. Выборы будуць. Будут. Кандидаты. Я могу, конечно, будут кандидаты. И сярод іх будзе кандидат Ганна Канапацкая. Не знаю. Не знаю. Ад чаго будзе залежаць ваше рашэнне? Ой, это очень много факторов, которые будут повлиять. Во-первых, давайте говорить честно, все мы сегодня понимаем, что выборов, которые бы соответствовали стандартам ОБСЕ, которые сегодня готовы были бы принять наши там, восточные Европейский Союз, их в Беларуси нет, да, и это тоже очень важный аспект, да, то есть если в Беларуси будут проходить выборы в соответствии со стандартами ОБСЕ, если как бы власть пойдет на то, чтобы поменять избирательное законодательство и предоставить гражданам, да, право участвовать в выборах, да, предоставит
например, открытый и честный подсчет голосов на избирательных участках. Тогда это будут четкие правила, и тогда можно говорить о том, что и парламентские, и президентские выборы проходят в соответствии с предъявляемыми стандартами, и в них можно участвовать. То есть таким чином мы можем сказать зараз, ці все ж таки не можем сказать, что коли вот все вами пералічанае до початку выборчай кампании ближайших президентских выборов не будет зроблено, то вы брать удел не будете. Мы можем говорить о том, что сегодня уже как бы ведется работа по тому, чтобы изменить избирательное законодательство. И я, как депутат Палаты представителей, занимаюсь этим вопросом. Но, к сожалению, я осталась в этом вопросе одна, да, то есть мне приходит, ну, конечно, у меня есть там поддержка граждан, но, например, у меня нет поддержки Объединенной гражданской партии в вопросе продвижения изменений избирательного законодательства, да. Парадоксально, но это факт, который вот сегодня имеет место быть. А с другой стороны, мы все понимаем, что избирательная кампания, особенно как бы парламентская или местная, да, которая проходит там практически каждые 2 года, они используются в том числе для того, чтобы популяризировать как бы политические структуры, популяризировать идеи тех же выборов в соответствии со стандартами ОБСЕ, да, и популяризировать те идеи, которые несет та или иная политическая структура. Тым не менш, у вас жа за плячыма ёсць гісторыя перамогі, якой не шмат хто з палітыкаў можа пахваліцца. Вы у выніку выбарчай кампаніі, нягледзячы на тое, што выбараў у нас няма, празрыстасці па падліку галасоў няма, но вы сталі дэпутатам Палаты прадстаўнікоў. Чаму не працягнуць гэтую гісторыю перамогі И я буду идти баллотироваться на 2-й срок в депутаты Палаты представителей, потому что как раз-таки у меня есть вот этот вот багаж побед, причем у меня есть багаж побед и в Палате представителей, да, пусть не все, но ряд моих законодательных инициатив были поддержаны. И это тоже дает мне основание говорить о том, что мы на правильном пути, да. То есть те изменения, которые сегодня надо, особенно в экономической сфере, они поддерживаются. Да, не все готовы об этом говорить, даже там в овальном зале, даже там другие депутаты. Они не готовы говорить об этом вслух, но они готовы кулуарно обсуждать эти вопросы. Таким чином, один неполный, але инсайт мы от вас только что почули. Вы сказали, что у выборах депутатов Палаты прадстаўнікоў 2019-2020 года вы удзельнічаць докладно будете. Да, все-таки вы получили инсайдерскую информацию. Первые, вот на этом вот злачном месте, да, на котором совершаются такие признания. Да, я буду участвовать в следующей парламентской кампании. Але ці можна, калі, скажем, вот парламентская кампанія будзе першая, а потым прэзідэнцкая, пайсці на парламентскую кампанію, атрымаць депутатский мандат, до прикладу, а потом брать удел у президентской кампании? Вы спрашиваете у меня или чисто теоретически? У вас. Ну вот, вот Алена Анисим говорит о том, что да, можно, вот она сейчас депутат. Зараз депутат. Да, и она будет участвовать в президентской кампании. Президентская кампания. Я вас пытаюсь, вот у парламентской кампании наступной вы удельничаете? Конечно. Перемогаете? Именно потому, что у меня есть, как вы правильно сказали, багаж побед. На початку 2020 года вы становитесь, до прикладу, чисто теоретично, вы становитесь у другі раз депутатом Палаты прадстаўнікоў, а на осень призначенные президентские выборы. Вы можете идти далей? А что мне может помешать, если будет принято такое решение? Вами? Мной, да. А давайте его примем зараз. Ну, это такие решения, которые с кондачка не принимаются. Ну вот вы с сярэдзіны 18 года я открыл наш такі вот матэрыял тых часоў, і ўжо тады вы казалі, што кепскі той салдат, які не марыць стаць генералам, а што такое генерал у палітыцы? Гэта прэзідэнт, то есть прэзідэнцкія амбіцыі ёсць, але ці яны на 2020 год распаўсюджваюцца, ці можа быць на наступны? Дмитрий, у вас не очень полная информация, потому что эту фразу первый раз я сказала на своей первой пресс-конференции, которая состоялась там через день после оглашения результатов
выборов Я 2016 разумею, но года. тады вы маглі сказаць на такой хвалі эйфарыі перамогі, а гэта ўжо было напрыканцы 18 года, і таму ўжо Ну, как бы вы чалавек... видите, мои идеи не меняются. Да, ну я вот чакаў, што вот раптам развіццё будзе, вот вы тут нарэшце нам... Слушайте, Дмитрий, вот я вижу, как вы тут вот уже развиваетесь. Давайте договоримся так. Как только я приму это решение, вы узнаете об этом одним из первых. Не могу обещать, что первым, но узнаете об этом первым. Ну, дарэчы, было б цікава, калі адразу два дэпутата палаты прадстаўнікоў заявілі пра свае прэзідэнцкія амбіцыі, ну, не толькі пра амбіцыі, але і пра ўдзел у гэтай выбарчай кампаніі. Здаецца, такога пакуль яшчэ не было, каб вот некалькі дэпутатаў адразу... Ну, время покажет. Добра. Добра, ну вот, прынамсі, ужо ведаем, што спрабаваць атрымаць другі раз мандат дэпутата палаты прадстаўнікоў Ганна Канапацкая будзе. Пра прэзідэнцкія увасабленні, ажыццяўленне прэзідэнцкіх амбіцый яна паведаміць крыху пазней. Да. Добра, дзякуй. Давайте вернемся да Брусселя. Гэтая паездка, як фармавалася група? Вот ад вас залежала, маю на увазе, ад беларускага бока залежала, хто поедет, ці гэта такие вот конкретные запрошения? Ну, если мы рассматриваем в общем ситуацию, которая складывается с участием Беларуси в Евронест, да, то, конечно, Беларусь, как официально, да, имеет до сих пор возможность отправлять своих официальных представителей на Евронест, но для этого необходимо выполнить ряд условий, в том числе и политических. В данной ситуации я получила персональное приглашение как депутат Палаты представителей на участие в этом заседании. При этом я великолепно понимала, что в командировку меня не отпустят, поэтому я ехала частично и даже за свой счет. Ну так, вот мне, дарэчы, цікава, вядома, што на афіцыйным узроўні Беларусь удзелу ў працы Евронеста не бярэ. Вы все ж таки были там как официальный человек? Я была там как депутат Палаты представителей не просто от Объединенной гражданской партии, но и от правоцентристской коалиции. И так как одним из вопросов, который обсуждался на Евронесте, это была как бы политическая ситуация в Беларуси, я могла высказывать свою точку зрения, опираясь не только на ситуацию, как бы, которую видит как бы политик, член оппозиционной партии, но и как депутат Палаты представителей. То есть я могла говорить о том, что происходит как бы в Палате со стороны законодательной власти, и как политик со стороны представителя оппозиции. І пакуль вот у нас тут мало засталося до заканчэння першай часткі нашай размовы, просто такое тэхнічнае ўдакладненне. Калі глядзець ранейшыя візіты, то ехалі пераважна лідары партый. Зараз у нас вот так ситуацыя склалася, што лідары пэўных партый памяняліся, але паехалі не цяперашнія лідары, а яшчэ тагачасныя. Я маю на ўвазе, вот, да прыкладу, Лябедзька замест Козлова паехаў ад АГП, ад Грамады паехала Ірына Вештарт, а не Барысаў. Вядома, чаму так? Вы знаете, что я могу говорить только насчет Объединенной гражданской партии, потому что, как говорится, я знаю изнутри партийную кухню, и я не скрывала тот факт, что Николай Козлов не является самостоятельным лидером. И вполне возможно, что решение поехать было принято вот Анатолием, и вот взял он на себя вот эту вот приглашение и поехал. Дякую вялікі, мы перервемся на невеличкую паузу. Я нагадаю, что у нас у гостях депутат Палаты прадстаўнікоў, прадстаўнік Аб'яднанай грамадзянскай партыі Ганна Канапацкая, Зміцер Лукашук, сумесны стрым Евро, радыё і Е-прамовы. Вернемся праз хвіліну.
Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Вітаю ў студыі Святлана Адзінец, каротка пра асноўныя падзеі. Міністр аховы здароўя Беларусі Валер Малашка асабіста ўзначаліць камісію па антыкарупцыі ў Міністэрстве аховы здароўя. Пра гэта ён заявіў сёння на адмысловай нарадзе. Старшыня Цэнтр выбаркама Беларусі Лідія Ярмошына не атрымала запрашэння на прэзідэнцкія выбары ва ўкраіне. Думаю, я туды не паеду, падобна ўкраінцы абмяжуюцца бдзіпш АБСЕ, сказала Ярмошына Свабодзе. А вот назіраць за парламенцкімі выбарамі ў Малдове 24 лютага Ярмошына запрошаная. Між тым, ва ўкраінскіх выбарах лідзіруе паводле апытання Владзімір Зяленскі. Яго падтрымаюць каля 19% тых, хто ўжо вызначыўся і мае намер галасаваць. На другім месцы Юлія Тимошенко 18% з лішкам, на трэцім Пятро Парашенко 15% з лішкам. Нагадаю, што Зяленскаму 40, ён прадусар, шоумен, кінаактор, сцэнарыст, лідар студыі «Квартал 85», мае таксама дачыненне да расійскага шоу-бізнеса. Выбары ва ўкраіне адбудуцца 31 сакавіка. Беларусь запазычылася за год яшчэ на 2 мільярды 353 мільёны долараў. Найбольш набралі пазык у Расіі ды Кітая, паведамляе Мінфінансаў. Дзяржаўны доўг Беларусі за мінулы год вырас на 3 з лішкам мільярды рублёў. На кампенсацыю яго летась выдаткавалі амаль 2 мільярды долараў. Пакуль працягваецца адліга ў Беларусі, уначы чакаецца да 6 градусаў марозу, а вось заўтра ў дзень да 3 градусаў цяпла. Галалёдзіца на дарогах. Еўрарадыё.фм. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё, вяртаемся ў студыю і да размовы з дэпутатам Палаты прадстаўнікоў Ганнай Канапацкай, якая разам з беларускай групай была 29 студзеня у Брусэлі у Еўрапарламенце, дзе праходзіла пасяджэнне працоўнай групы па Беларусі парламенцкай асамблеі Еўранест. Спадарыня Ганна, дзякую вялікі за інсайт о вашым намеры пра удзел у парламенцкай кампаніі бліжэйшай. Значит, все-таки злачно у вас это место. Ну, назовем это так, добра. Вяртаемся да Брусэля. Пасяджэнне гэтай працоўнай групы, яно было планавае ці выкліканае нейкімі падзеямі, што вот ее тэрмінова скликали? Нет, это было плановое заседание, но как раз-таки в фокусе рассмотрения этой группы были те проблемы, которые возникают в Беларуси. Дело в том, что еще осенью рабочая группа по Беларуси была с визитом в Минске, и она встречалась, вот в этот визит она встречалась и с официальными властями Минска, и также с оппозицией. И, конечно, вот уже сейчас в Брюсселе руководитель группы депутатов Польши, господин Богдан Здраевский, он как раз-таки говорил о том, что после визита в Беларусь у него не осталось каких-то таких ярких впечатлений, потому что он, наоборот, скорее стал пессимистом, потому что он услышал и, там, как говорится, прочитал между строк о том, что в Беларуси нет... У белорусских властей нет идеи не менять избирательное законодательство, не вводить мораторий на смертную казнь, и нет ярких прорывов в работе комиссии по правам человека. При этом он отметил, что да, они видят те попытки либерализации экономических отношений, которые происходят в Беларуси, но этого недостаточно для того, чтобы сегодня было принято решение о возобновлении сотрудничества с Беларусью в рамках Евронест. При этом вот даже я, когда говорила о том, что происходит сегодня в Беларуси, подчеркивала, что несмотря на то, что существует курс на либерализацию экономических отношений, несмотря на то, что Шуневич заявил об жесточайшей либерализации отношений в области, например, массовых мероприятий, этого фактически не происходит. И посмотрите, что мы имеем сегодня. Сегодня мы имеем то, что я, как депутат Палаты представителей, пытаясь провести где-то в регионах встречу с людьми, получаю сопротивление.
о какой тогда либерализации может идти речь? Ну, якой? Жесточайший? Да, мы неправильно тогда трактуем слово «жесточайшее», да? То есть или сейчас, вот, когда мы говорим о том, что мы собираемся проводить массовые мероприятия, и нам выкатывают такие цифры за охрану, да, то есть за то, что мы платим налоги, за то, что милиция выполняет свою работу за наши налоги, мы еще должны второй раз платить. При этом, посмотрите, все равно мало того, что у нас есть там проблемы, там, вот, как мы уже выяснили, с массовыми мероприятиями, да, у нас точно так же продолжаются гонения на церковь, то есть у нас нету свободы вероисповедания. Посмотрите, какой сейчас скандал разгорается вот с этой церковью, да, новое слово, да, то есть и здания хотят забрать, и все это под благими намерениями, да. Посмотрите, с другой стороны, что происходит например, с журналистами, да, вот как бы дело Белта. Вот. Ну так, дарэчы, ужо пасля гэта пасяджэння працоўнай групы, я так разумею, стала вядома інфармацыя, што прызначаны суд над рэдактарам партала Тутбай Марынай Золатавай на 12 лютага, я нагадаю. Скажите, вот вы і ваши калегі, хто беларускія прадстаўнікі, якія прысутнічалі там у Брусэлі, выказалі сваё меркаванне па сітуацыі ў Беларусі. Як вы лічыце, вас почули? Да, потому что у нас была еще возможность как бы немного кулуарно поговорить с руководителями этой группы. Да, нас услышали. А далей что? Ну, добро, вот вас почули, евродепутаты. И что далей? А дальше они уже как раз-таки будут принимать решения, потому что... Конечно, и евродепутаты, и я как депутат Палаты представителей, и белорусская оппозиция, мы все понимаем, что белорусский вопрос не решается где-то там в Брюсселе, да, он решается или там в Вашингтоне, или там даже там в Москве, да, белорусский вопрос должен решаться здесь, и каждый гражданин Беларуси должен понять, что он хочет и что он может сделать сегодня для того, чтобы жить лучше. Да? Но когда мы видим, что власть сегодня понимает один способ – это давление. И когда мы можем организовать это давление в поддержку тех идей, которые поддерживают люди, это хорошо. Это как раз-таки поможет сделать те изменения, которые необходимы сегодня для Беларуси, для белорусского общества, для белорусской экономики, для Марии Ивановны, которая ходит в магазин и видит, что растут цены. Ну, ўсё ж таки, вот мне цікава, такая фраза ад вас прагучала, што нас пачулі еўрапейскія палітыкі, і яны далей будуць прымаць рашэнне. І вот ўсё ж таки, якое рашэнне яны могуць прымаць? Таму што вот калі я раней розных палітыкаў пытаўся пра тое, вот, ну вот з'ездзілі вы ў Бруссель ці ў Страсбург, вот, і што? И вот мне любили казать, вот такая любимая фраза, особливо спадара Лебедькі, про тое, что галоўнае, что застаецца пляцоўка, з якой можа гучаць беларуская тэма. Вот, ну, акрамя пляцоўкі, вот все ж таки, что они могут? Нет, то, что есть возможность выступить в Европарламенте, это тоже большой плюс. Но для меня, например, да, я больше, наверное, практик, да, и мне нужны практические вопросы для реализации вот этих вот поездок, да, потому что у меня очень много и часто спрашивают, а результат? Ну вот да, вот с практичного пункта гледжання вам, что это дало? Так вот результат будет в том, что когда европейцы приедут сюда, да, они не будут широко открытыми глазами смотреть на ту красивую картинку, которую может нарисовать белорусская власть. Они будут знать ситуацию со всех сторон. Со стороны власти и со стороны оппозиции. И они смогут сделать правильные выборы. И они смогут не забывать о тех там, политических вопросах, продвигая экономические. Это очень важно. То есть мы зараз вяртаемся до темы магчымых экономичных нават, ну, я не знаю, там, санкций, не санкций. Нет, мы не говорим о санкциях. Я как раз-таки не сторонник каких бы то ни было санкций, потому что это не дает результата. Нет, я как раз-таки за то, чтобы продолжалось сотрудничество Беларуси с Европейским Союзом, с европейскими парламентариями. Но я хочу, чтобы это развивалось, и чтобы в этом диалоге
присутствовала не только там белорусская власть и Евросоюз, а чтобы в этом диалоге присутствовала белорусская оппозиция, чтобы в этом диалоге присутствовало белорусское общество, да, чтобы, когда проходят визиты, чтобы частью официальных визитов стала белорусская оппозиция, которая рассказывает другую точку зрения, но которая помогает решить те вопросы, которые сегодня стоят перед Беларусью, те вызовы, которые стоят перед Беларусью. И независимость, и экономическая независимость, и политические свободы, и даже смертная казнь. У нас для этого и существует оппозиция, для того, чтобы разные точки зрения присутствовали в діалогі. Ну, от зараз таке, от, в принципі, політологічне, може бути, таке обміркування у нас. От, добре, приїжджає делегація європейських політиків. Яны приходять і у МЗС, ідуть до чиновників, до депутатів, приходять до представників опозиції, громадянської супольності, збирають різні міркування. І по виніку кажуть, там, я не ведаю, там, представнику адміністрації президента білоруського, що а у вас вот тут все-таки вот так. И он говорит, ну и что? А мы же тут, вот, мы же тут гаранты стабильности в регионе. У нас вот в огуле свой белорусский особный шлях и бачення там демократы и развития всего остатнего. И что застаецца робить европейцам, якія зараз региональной бяспекой вельми заклопоченные? Так а вот как раз-таки мы говорим о том, что региональная безопасность, и Беларусь может стать гарантом региональной безопасности только в том случае, если она будет экономически развита, и когда здесь будут присутствовать политические права и свободы. Потому что если мы посмотрим там рейтинг Freedom House, мы увидим, что страны без политических свобод не имеют экономического развития. И поэтому как раз-таки европейцы, как никто, должны быть заинтересованы в том, чтобы экономически развивалась Беларусь, да? Но с другой стороны, если они приедут в Беларусь и будут видеть, что в Беларуси нет независимого суда, то, вернувшись в свои страны, они не дадут бизнесу рекомендацию прийти в Беларусь. Они будут говорить, будьте осторожны, в Беларуси нет суда. Поэтому нам тоже очень важно, тому же Министерству иностранных дел, той же администрации президента, чтобы сегодня в Беларуси произошли политические изменения, чтобы в Беларуси появился независимый суд, чтобы приехавшие евродепутаты, вернувшись к себе в страны, сказали, да, уважаемые инвесторы, идите в Беларусь, там хорошо. И это говорит и власть, и политическая оппозиция. Ваши слова, да, я не ведаю, вот хотел сказать Макею в уши, але думаю, что Макей без того это ведае, але решение принимается не им у даденном выпадку. Ну, вы знаете, что я смотрю, что даже уже в Палате представителей, да, некоторые депутаты начинают понимать, что быть в Европе такими вот нежелательными персонами вредит им. И даже сами депутаты Палаты представителей сегодня мне говорят, да, статус депутата в Беларуси такой не очень высокий. И вот когда я приезжаю там к себе в регион, все говорят, ну что ты депутат, что ты можешь. Так вот, может быть, как раз-таки пришло время провести вот эти вот политические изменения, чтобы повысился статус и для депутатов, и внутри страны, и на европейской арене. Вернемся до Брюсселя. Вас вот, и не только вас, остатніх там представников Беларуси, как вы кажете, почули. Но все ж таки, наколькі цікавость да беларускай тэмы у асяродку еўрапейскага эстэблішмента, ён вялікі. Я памятаю, я размаўляў з Палецкісам, які быў, ну, как бы вот узначальваў, так сказать, групу па Беларусі ў Еўрапарламенце. І ён казаў, што, на жаль, мала цікавяцца еўрадэпутаты Беларусю, нават вот колькі гадоў таму, калі здавалася б там і санкцыі, і Беларусь, вот, так бы мовіць, гучала, хай у негатыўным сэнсе, але і ўжо ішлі в эту працоўную групу па Беларусі, калі не патрапіў у якія-небудзь іншыя больш прывабныя і прыгожыя групы. Зараз як?
Нет, сейчас как раз-таки мы все равно говорим о том, что в Европе интерес к Беларуси есть. Да, может быть, он не настолько высок, как если бы Беларусь была официально представлена там в том же Евронесте, да, или Восточном партнерстве, но интерес Беларуси есть, и наша геополитическая ситуация, и действия России как раз-таки подогревают и играют сейчас на руку Беларуси. Понимаете? И, например, строительство атомной электростанции, которая не позволяет литовцам забыть про белорусский вопрос, и которая поднимает все время в Европарламенте, все это есть. И... До рэчы, вось піша адзін з удзельнікаў гэтай паездкі, сустаршыня кампаніі «Гавары праўду» Андрэй Дмітрыеў. Ён кажа, што галоўны вынік такіх паездак – фармаванне палітыкі ЕС у дачыненні да Беларусі. Вот мне, конечно, вельмі было б гонар такі, што побач са мной сядзіць вот чалавек зараз, які удзельнічае ў фарміраванні палітыкі ЕС у дачыненні да Беларусі. Але скажите, наколькі ўсё ж таки вот реально, вот вы поехали, рассказали, и бац, сформировали политику ЕС у дачыненні да Беларусі? Да, это такое очень оптимистичное заявление, но я считаю, что некоторые вопросы, вот, которые подняты, они могут лечь в основу формирования политики Европейского Союза в отношении с Беларусью. Но это же совокупность всех факторов, да, и наша поездка в Брюссель, и наши встречи с представителями европейских стран здесь, в Беларуси. Все вот это формирует повестку. То есть визит в Брюссель – это одна из составляющих. До рэчы, вот Дмітрый ўсё ж таки вот таким віртуальным чынам далучыўся до нашай дыскусіі. Ён піша, просто трэба ездзіць туды не скардзіцца, а фарміраваць палітыку. Адразу как бы два пытання. Ну, про фарміраванне палітыкі мы з вами там збольшага пагаварылі, але просто трэба ездзіць туды не скардзіцца. А вот вы там скардзіліся ўсе, і ці вы вот конкретно? Ну, я не считаю, что мы как раз-таки наоборот давали Дмитриев скардзіўся? Реальную оценку. Да нет, по-моему, мы все рассказывали о той работе, которую мы делаем в Беларуси. Добра, вот вярнуліся. Зараз вы будете, скажем, сваім выбаршчыкам ці ўвогуле как бы людям рассказывать? Вот я, Ганна Канапацкая, была ў Брюсселе, рассказывала про тое, што адбываецца ў Беларусі евродепутатам. Я уже это сделала. Людям цікава ці не? Потому что вот я ж думаю, вы читаете все это в интернете, и зноў там что пишут люди? Поехали, и зноў чаго яны туды поехали, потратили гроши. Деньги, да. Нет, на самом деле, вот например, когда я говорю об этом на страницах социальных сетей, да, я больше вижу поддержки и как бы правильности там, действий, правильности высказываний, да. А когда я разговариваю, например, с представителями, там, скажем, топ-менеджмента каких-то предприятий, я тоже вижу у них заинтересованность в глазах. Конечно, когда я разговариваю там с рабочими, им это абсолютно неинтересно, их больше интересует зарплата в магазинах или наполняемость там кошельков. Но как раз-таки, когда я объясняю им, что хорошие отношения с Европейским Союзом, наличие здесь политических прав и свобод, наличие выборов в соответствии с стандартами БСЕ напрямую влияет на ваш кошелек, вот тогда им становится интересно. Таким чынам з'ездзілі недарэмна? Нет, конечно. Дзякуй вялікі. Ну вось две высновы, две навіны, якія мы маем ад Ганны Канапацкай. Першае, з'ездзілі ў Брюссель недарэмна. Другое, яна ідзе на парламенцкія выбары. Дзякуй вялікі. Ганна Канапацкая, Зміцер Лукашук, сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Слухайце і глядзіце нас.